Мы в прошлом году неоднократно обсуждали эту проблему. Действительно, есть проблема с автобусом, есть проблема с кадрами, есть проблема с гастролями, есть проблема с популяризацией. Все эти проблемы есть, но они не настолько сложные, чтобы мы не смогли их решить. Если все эти проблемы разделить на мелкие составляющие, все потихонечку возможно будет решить. В прошлом году по итогам 2015 года, когда мы подводили итог, тоже и Камрадский театр, и Читрунский театр сказал проблему про кадры. Тогда управление культуры активно включилось в решение этой проблемы. Будучи ректором, Зинаида Николаевна Арикова поддержала, скажем так, эту идею. Она была за открытие любых специальностей. Думаю, сегодня Сергей Константинович не менее активно включится в эту работу и сделать все, чтобы открыть эти группы с актерами, с режиссерами, то есть сделать все от него зависящее. Но здесь зависит не столько от университета, сколько от нас всех. Сегодня есть система образования, которая работает и которая имеет определенные правила работы. И для открытия любой специальности нужно обоснование потребности кадров именно этой специальности. И это сегодня есть. Сегодня у нас на территории работают и университет, и колледж, 2 колледжа, 3 СПТУ, и каждый из них, чтобы открыть какую-то новую специальность или повторить набор по той же, которая была в прошлом году, обосновывает эту потребность, доказывает ее, и после этого уже, соответственно, получается разрешение министерства в том числе на открытие этой специальности. В прошлом году с чем мы столкнулись? Столкнулись с тем, что да, мы потребность высказали, университет поддержал, но когда речь дошла до обоснования, работа дальше не сдвинулась. Была договоренность, что представители театров посетят школы, расскажут о своей профессии, привлекут внимание, взоры наших старшеклассников, потенциальных абитуриентов на тот момент на театр, на что такое театр и что дает театр. И выявят тех активистов, которые хотят. Будет определенная потребность, будет определенный набор, тогда уже, соответственно, проще будет открывать эту специальность. Университет имеет сегодня четкий аргумент или жесткий аргумент, почему эта специальность не существует, потому что не было наборов несколько лет подряд. Специальность была открыта, места бюджетные, подчеркиваю, бюджетные были предоставлены, но набора не было. И вот тут мы все вместе с вами должны поработать над тем, чтобы эти наборы наконец состоялись. Эту проблему может решить не только наш университет. Это все в наших руках. Если хотя бы каждый из нас по одному студенту, абитуриенту приведет, но все начинается, вот мы не зря пригласили еще директоров домов творчества, потому что есть у нас драм-кружки, может быть хотя бы один оттуда ребенок, потому что все нужно начинать с детства. Драм-кружок это очень-очень даже хорошо, если там в детстве еще вложить в этого ребенка любовь к театральному искусству, любовь к сцене, то может иметь вот этот результат этой работы, может иметь плоды потом в будущем. Поэтому сейчас нужно думать о том, как возродить этот процесс обучения студентов. У нас нет не только актеров, у нас и режиссеров, так сказать, тоже. Пока у вас не будет отдельной статьи в бюджете, все, что мы сейчас будем говорить на этом круглом столе, это пшик. Это первое. Второе. Люди не пойдут учиться на актера, потому что у вас не будет гарантии возвращения на заработную плату. Этот вопрос очень актуальный. Хорошо, что сегодня руководство автономии согласилось выслушать, потому что до этого никто не хотел слушать. Значит, если будут предусмотрены обязательные возвращения людям и гарантированные 3 года, допустим, зарплату достойную, чтобы он не думал о том, будет ли он в этом спектакле играть, или он поедет в Москву, или в Турцию, или в Италию, тогда мы сможем возродить театр. Сколько премьер посетило руководство Гагаузии? Ни одно. Всегда находится, я не обвиняю ни в кого, всегда находится 1000 причин, чтобы не прийти. Поэтому, если производится какая-то премьера спектакля, любого, то я бы хотел, чтобы там были руководство Гагаузии, приходили, послушали, после этого зашли за сцену, поговорили с артистами и так далее. Мы можем 1000 раз говорить, что вот культуру посещения. Баштан башлы, баштан. Сколько мы говорили, приходят автобусы, приходят только не в театр.
как этот театр поедет в село показать сказку новогоднюю или пойти в школу воспитательную пьесу показать? Как? Или куда-то поехать на гастроли. Театр, автобус — это половина людей, а остальное все, что нужно, реквизит. То есть вот вопрос второй. Первый — деньги, второй — автобус, третий — здание. Здание. Вот я сегодня говорю, правильно делает тараклийский примат, что отдает здание Тараклийскому театру. Я думаю, что сегодня руководство Гагаузии должно выбрать 2 здания и один подарить Камрадскому музею, театру, один Чадронскому, потому что театральные здания — это не дом культуры, это специальные приспособления, это вращающие сцены, это специальные блоки, специальное освещение и так далее. И что такое театр? Это эстетика. Если все это будет создана эстетика, и зритель придет. Вы говорите, будете готовить актеров. Очень хорошо. Очень хорошо, что будем готовить актеров. Но эти актеры, никто не придет, и 100 раз не придет, и 1000 раз не придет, если они не будут знать, что есть перспектива. Алиса Федоровна сказала о кадрах, и я думаю, что подробно достаточно она разложила о том, как это может быть, как можно привлекать преподавателей. Марина Семеновна сказала о том, что это возможно, только надо подключиться каждому из нас. Надо учесть одно. Мы подключаться, как бы мы ни подключались, мы не сможем. Понимаете, нельзя убедить сегодня человека, иди на актерское искусство, потому что у нас есть шикарный театр. Где он? Если сегодня жители Гагаузии не знают о театральном искусстве, если вы меня убедите в том, что жители Гагаузии знают, что у нас есть 2 театра, убедите меня в этом. Жители Гагаузии об этом не знают. Надо искать ответ на этот вопрос, почему и что нужно сделать, чтобы жители Гагаузии знали, что из бюджета содержится 2 театра. И почему продукцию этих театров видит ограниченный контингент людей. Я уж не говорю сейчас о транспорте. Это задача, которую, мне кажется, проще всего решить, Алиса Федоровна. Мне так кажется, при нынешнем исполкоме, при его достаточно, как мне кажется, хороших возможностях. Мне кажется, транспорт-то решить можно, но более глубокую проблему я вижу. Ну вот попросите вы сегодня транспорт, вам дадут по 1 единице транспорта, да? А что вывозить? Куда вывозить? Места, куда вы будете выезжать, нигде приспособленных сцен нет. Надо комплексно подходить ко всему. И нужно ставить такие спектакли. Ребята, понимаете, сегодня нельзя хотеть вообразить себе какую-то классическую форму существования театра и давайте делать так, дайте нам хорошее здание, дайте нам много денег, дайте нам хорошо воспитанных актеров, приведите нам режиссеров, и тогда мы сделаем театр. Не получится и так. Надо быть самим креативными, инициативными. И в этом смысле я думаю, что вы работали всегда отдельно эти 20 лет. Власть сама по себе и никогда не думала о театре. Пусть простят меня абсолютно все, кто маломальски проявлял, может быть, эти раздумья о театре, я не ощущала это, я не видела. И театр выкарабкивался изо всех сил, что Камрадский, что Чадронский. Камрадский театр до сих пор работает в подвальном помещении. Стыдно ли это? Да ладно, оставим в покое, подвальное это помещение или не подвальное. Но работу, которую ребята делают, ее можно было бы и надо было бы показывать большему зрителю. Не можем. Подготовка кадров, перехожу. Что значит подготовка кадров сегодня и убеждать людей? Как вы убедите? Зарплаты низкие. Марина Семеновна говорит, я не знаю, какая зарплата. Да? Я год назад говорила о зарплатах в театре, но я хочу сказать, все те ребята, бывшие наши студенты, которые покинули театр, неважно, Камрадский либо Чадронский, они ушли в первую очередь потому, что были очень низкие зарплаты. Но тут справедливо надо сказать, ну а где у нас очень большие заработные платы? Но здесь у меня есть ответ на вопрос. Ребята, есть базовая заработная плата, которую в состоянии сегодня предоставить государство. Вот другого такого нет. Мы можем сколько угодно ругать это государство, но оно есть вот такое, и зарплаты будут такие. И я хочу опять же обратить внимание на то, что здесь руководство театра должно проявлять достаточно креативного подхода к тому, никто не запрещает зарабатывать. Установить законные возможности и пути для самостоятельного зарабатывания средств. Пожалуйста, ребята, мы живем, нет социализма, внушите себе это. Надо искать, как выживать. Но базовая хорошая зарплата, если она есть, то она должна быть.
Я не думаю, что есть проблема в том, чтобы обеспечить преподавателями, если в этом году удастся набрать актеров. Но я задаюсь вопросом. Наберете, допустим, университет в этом году набирает актеров, готовятся эти кадры для чего? Никакого перспективного плана развития театра я до сих пор не видела. И когда я увидела в повестке дня сегодня составление программы развития театра и театрального искусства в ВТО Гагаузии, Михаил Дмитриевич, вам как организатору я хочу сказать мое личное, убежденное мнение, что над этим пунктом сегодня можно только поразмышлять, но кто-то здесь из вас, по-моему, вы сказали, мы будем принимать программу развития. Я настоятельно рекомендую сегодня на этом круглом столе никаких программ развития театра не принимать. Это очень серьезные документы, над которыми надо работать серьезно и рассылать всем по почте, тем, которые могут предложить какие-то свои идеи, подготовить этот документ и принять на уровне, Алиса Федоровна, правильно ли я говорю, регионального документа «Стратегия развития театрального искусства Гагаузии», чтобы это не было сегодня вот то, что нам нужно, раз, два, три, четыре, пять. То, что вам нужно, как руководителю театра, и то, что нужно Денису Пынте, как руководителю театра, вы можете встречаться с Алисой Федоровной, можете встречаться с другими представителями власти, и что вам надо обсуждать в рабочих кабинетах. Это должен быть солидный, серьезный документ. И в этот документ надо вложить то, каким мы видим развитие театрального искусства. Без эмоций, без вот этих красивых слов, как сказал Федор Иванович, потому что их может быть много. Ребята, документ может быть из 6 предложений, но это будет руководство к действию для того, чтобы изменить ситуацию. По поводу популяризации я с вами полностью согласен, да, нужно со школами это было очень эффективно. Значит, из 100 посетивших детей постановку, например, постановки 2-3 ребенка могут, хотя бы да, один. могут заинтересоваться и впоследствии поступить, учиться и подставить, скажем так, через определенный время плечо, то есть войти в круг. Но самое основное, как вы сказали очень правильно, это база. О больших каких-то там сейчас, значит, условиях, огромных, как говорите, золотых люстрах об этом речь не идет, но хотя бы элементарные вещи. Я знаю, что у них проблема с автобусом очень давно стоит. И речь не о 60-90 местных автобусах. А у них там другая потребность. Ну, об этом я тоже буду говорить сегодня. Это в силах исполкома был, значит, я думаю, что одно из, конечно, не собрали для того, чтобы критиковать, но этот вопрос надо решать и давно надо решать. И немножко, наверное, да, надо смотреть на общую заработную плату, но тот энтузиазм, зачастую голый, на котором ребята эти работают, потому и уходят. Конечно, давать им огромные заработные платы, которые способствовали бы, не давали бы им, скажем так, или отбивали бы охоту ездить на заработки, об этом речь не идет. Но хотя бы немножко ее оживить, заработную плату, дать транспорт. И то, что вы говорите, популяризация, это очень хорошо, очень правильно. Давайте чуть пойдем по другому пути. Давайте, у нас есть сегодня педколледж в Камрате. Давайте мы там попробуем открыть группу. После 9 класса, я думаю, будет больше желающих пойти туда. И если человек сегодня после 9 класса пошел в педколледж, то дальше у него будет стимул идти повышать свою квалификацию в университет. Давайте сегодня начнем с этого. Если, предположим, у педагогов, здесь обращаюсь, Алиса Федоровна, к вам, и если сегодня у педагогов есть подъемный, давайте как-то, если мы наберем группу, в дальнейшем, как бы это не будет завтра, послезавтра, это там в течение, на протяжении нескольких лет можно будет думать об этом, чтобы тоже сделать актерскому составу тоже какие-то подъемные. Сегодня есть, предположим, стипендии Пашкана, Пашкан выделяет университету. Давайте в приоритете, если опять же мы наберем эту группу, давайте в приоритете мы поставим эти стипендии не экономистам, юристам, а давайте поставим приоритет на скульптуру. Педагогии гагузского там языка, актерам, музыкантам, вот этим. Давайте сегодня мы все-таки пофамильно выберем эту рабочую группу. Сегодня. То есть, чтобы сегодня именно лед тронулся к развитию театра и театрального искусства в Гагаузии. И определить дату и место проведения уже заседания с рабочей группой и составить эту программу развития, вывести на утверждение Башкано и ввести планы финансирования. Вот только тогда мы можем развиваться.